Феврония Алексеевна в своей книге «Тернистый путь к волшебным звукам» в своей статье «Олора Диспютен Болгар» она пишет о том, что Иван Михайлович является тем писателем, у которого все стихотворения, вообще произведения, большинство произведений стали именно песнями, романсами патриотического, лирического, детского, молодежного плана она говорит и пишет. И еще она пишет то, что из них самые любимые народом Сахан Серебарахстан Гранта Григоряна, Чачур Мурам Николая Берестова, Тюне Олстахтывын Германа Кондракова, Андрей Дочатын Сюряга Аркадия Алексеева и многие-многие другие. И в 1961 году по либретто Ивана Гоголева «Ходовусибяки» Грантом Григоряна создана первая латинская оперетта. И главную героиню Тадлик исполнила, конечно, всеми нами любимая Анастасия Лыткина. Эта оперетта на сцене дебютировала в 1962 году, а в 1979 году Анастасия Лыткина уже исполнила, когда второй раз была постановка, она исполнила роль Хабаровск. И очень манерно, очень комично она исполнила эту роль. Вот Феврония Алексеевна именно выделяет это и пишет. Но, конечно, мы сегодня на этом не будем останавливаться, зацикливаться, да? Сегодня у нас открытие именно выставки, посвященной нашей фее Февронии Алексеевне. И хотелось бы сегодня сказать, что, вот так скажу я лучше, выставка наша разделена на 3 блока. Первое – это ученая работа, потому что работа практически это вся ее жизнь, потому что она только и знала, что и работать. Далее, вот эта работа у нас, далее идет любимая ее семья, и далее 3-й блок у нас посвящен эпистолярному роману, это Герману Львовичу Беркштейну. И, конечно, сегодня хотелось бы услышать ее голос, чтобы она немножко рассказала о себе. И поэтому мы сегодня хотим вам продемонстрировать наш фильм «Тернистый путь к волшебным звукам». Вкратце мы сегодня посмотрим этот фильм. И хочу сказать, что в 2005 году, когда я только практически начала работать в нашем музее, вот Аиза Петровна поручила мне такую миссию, как в виде мемуаров о выдающихся деятелей культуры и искусства нашей республики, именно зафиксировать их на видео. И в 2005 году первым нашим информантом стала, конечно же, Феврония Алексеевна. Эта идея сама, именно в виде мемуара собирать, это идея, конечно, нашего директора Аизы Решетниковой, человека неиссякаемой энергии, неугасимых идей, можно сказать. И я лично очень рада тому, что вот все это было запечатлено с 2005 года по 2015 год. Нами именно запечатлены ее воспоминания о себе, о выдающихся деятелях, о Марфеньке Чижуркове, о Полине Константиновне Росинской, вообще практически во всех аксакалах нашей культуры и искусства, да, можно сказать. И, конечно, самое последнее, это практически перед ее смертью, сидя на парке, мы записали ее воспоминания о Германе Львовиче Беркштейне. И нами создано в 2005 году, в ее 90-летии, вот первый фильм «Тернистый путь», в 2015 тоже году, к 70-летию Победы, музыкальная жизнь Якутии в годы войны. И третье, конечно, будет это эпистолярный роман, который мы должны сделать, уже готовый вариант издать уже на следующий год, в мае месяце, вместе с студентами Якутского колледжа культуры и искусства. Фото, видео и творчество отделение называется, руководитель Сергей Зверев, известный режиссер, кинорежиссер. Вот. И сейчас давайте послушаем ее голос, как она о себе рассказывает немножечко. И вот
конечно же, очень мы благодарны прежде всего Танечке, Татьяне Баишевой, которая вот, поддержав наш музей, Алла тут, вот, как мы все это вместе, она же работала у нас в Первом Неслемной, вот они стали вместе, работали в этом зале, и композиторы, и музыкальный театр. Ая Николаевна, спасибо, что вот Владимир Корякин. Ой, Господи, да. Ой, да. Извини, пожалуйста, я действительно очень больна. Но не заразная, мне просто вот. И, значит, я вас всех приветствую. И вот прямо вот на этом месте я вот сидела и хотела вот, ну вот, что она в 5 лет взяла девочку, ей было за 50, и вот она тогда решилась взять маленькую Танечку. И вот она сидела в хоре обычно, очень послушно рисовала, читала, не бегала там, в общем-то, режиме заведения, радио, телевидения. И, в общем, все мы потом получили, ну, не все, но вот мы потом получили квартиру в одном доме, вы на 7-м, я на 9-м этаже. И вот все, и вся жизнь в дальнейшем, с самого начала у меня, она меня помнит и ребенком в театре, театральный ребенок, как ни у кого, ни у театральных детей не было детских садов, и поэтому мы все выросли в театре. Потом я помню ее студенткой, представляете, я поступила в ЦМШ, в 1959 году, она в это время училась в консерватории. Жила вместе с Венерой Сылыровой в одной комнате и забирали меня по воскресеньям, значит, себе под кормичком, называется. И вот мы ходили по музеям, а потом она болела иногда, вот, я ходила к ней в больницу, значит, в разные совершенно какие-то концы ездила. И вот удивительное дело. Ну, я могу долго еще рассказать, всю свою жизнь рассказать и параллельно вот нашей жизни. И вот эта вся обстановка, которая стояла у нее дома, такая родная, такая интеллигентная. Ведь мебели же раньше ни у кого не было. Это вот вообще когда-то действительно как передовику производства ей выдали талон, она купила эту мебель когда-то. Вот. И все эти книги, каждая из них прочитана, каждая из них проработана. И вообще мы в музее очень благодарны ей за то, что она выполняла все наши задания. Вот мы ее просили, ну смотрите, ну вот одна фотография есть отца, и все, кто расскажет о нем еще? Книгу пишите, написала книгу, потом, значит, другую. И все она вот действительно с большим творческим, так сказать, отношением, ответственностью за каждое слово. И вот мы призываем к этому вот также относиться к своей жизни, и Аю Николаевну, и, значит, и всех вот деятелей нашего искусства и культуры. Вот потому что, ладно, вот мы создадим, как они фильмы, ну вот написать вот 5 книг, и вот перед нами большая задача стоит, чтобы не одна и та же выставка каждый раз вас встречала. Вот я вот ехала и думала, это одна из первых выставок о ней, но раньше при ее жизни тоже бывали выставки. Но вот надо нам продумывать о каждом такие интересные, разнообразные выставки. И вот, конечно же, наметки у нас уже есть, и пистолярный роман этот он будет, и вот мечта Валеры Шарина, она сбудется. Он когда-то мечтал о создании фильма вот именно на этот сюжет. И вот даже он придумал там такое, что вот их же перевезли из Каунаса, вот евреев Каунаса, посадили в поезд, да, в 41 году, прямо сорвали с мест, и вот это ноги бегут там дети женские, и все эти вот скотские вагоны, все эти вот без всяких, значит, удобств. Все это, надеюсь, будет показано нами, ну хотя бы в пересказе, вот все это вот как-то проиллюстрированы, все эти слова. Это в будущем. И вообще вот отношение ее серьезное к своей жизни, и она просто, мы ей постараемся также ответственно отнестись вот к тому, что она написала, чтобы также людям вот передать это в разной форме. И я думаю, что нам нужно, конечно же, дружить с селом
ее родным. Вот. И там обязательно провести разные типы наших выставок о ней. И вот с каждым из ваших сел у нас будут налажены такие шефские связи, и чтобы мы вот так внедрялись, так сказать, в культуру, и чтобы вы тоже сами ответственно относились к своей жизни, чтобы Валера написал книгу свою, и чтобы вообще каждый из вас, Володя, ты так хорошо пишешь, и вообще вот о том движении, ты же подхватил эту дирижерскую палочку, которая вот, и целая эпоха была у вас с хором мальчиков, это же было вообще такое движение, и каждый хорист, вот, да, который работал с ней, это же... Я не знаю, когда я выступала в прошлый раз на сцене оперного театра и рассказывала, что мы, Любовь Архипова, значит, вы же вместе ездили по всей республике и набирали этих хористов, да? И вот неграмотные люди сидели у нас в классе, и каждому она на слух вдалбливала его партию. И потом устраивала обязательно сдачу партии. И вот при всех каждый вставал и начинал там ее дирижированием, значит, сдавать эту партию. То есть так постепенно они выучивали эти партии. А Жирков Александр Николаевич, когда вот, прошел концерт, говорит, вообще ты раскрыла эту кухню, как из слухачей, вот, да, создать вот такой профессионально звучащий хор. И не было вообще у нас там никаких таких профессиональных хоров, но впечатление 57-й год и все дальнейшие годы было в республике, что самая поющая, самая вообще такая хоровая республика, что это очень развито это, значит, искусство. Вот такое впечатление было, создавалось высоким уровнем исполнения всего, что было под ее рукой. Ее сердце вот наполняло все залы, где выступали наши солисты, хористы вот, со своими программами. И все это, конечно же, служило повышению уровня нашего искусства и впечатления, имиджа музыкальной республики. А действительно, были хоры у нас, были, вот и Нарихинский хор надо будет нам, кстати, вот все это с ними вместе. И вот тот хор, который к нам, мы задружились теперь с хором ветеранов Вилюйска. То есть сегодня удивительный, вот прошел недавно юбилей Калининского, который, в общем, по-своему служит хоровой музыке, по-своему служит вообще песне, который организовал и все это вот сбор подписей, он собирал о том, что был учрежден День песни в республике, и пишет гимны различные. То есть удивительная совершенно деятельность в различной форме, это тоже как бы по примеру нашего Аксакала Егора Алексеевны. Я вас всех поздравляю с открытием выставки. И хотелось бы немножко остановиться на документах, которые вот очень ценные материалы Татьяна Захаровна сдала. Здесь вот работу мы называем по-простому, да? И очень ценный материал, вот, допустим, 41-го года выписка из приказа есть. Потом еще идет дальше выписка из приказа от 4 сентября 1944 года в связи с командировкой на учебу в Свердловскую консерваторию освободить всего 4 числа сентября 1944 года от занимаемых обязанностей следующих товарищей Баишеву Февронию Алексеевну. Это когда она уже работала в Якутском музыкальном драм-театре, допустим, вот 44 года. Дальше идет еще за подписью Захара Тюнгурядова характеристика Февронии Алексеевны Баишевой. Прямо. Так, далее идет, вот она уже приезжает с учебы с консерватории. Приказ вышел, чтобы они взяли ее в театр на работу. Платье 95-го года, тоже к ее юбилею.
Мы хотели создать именно атмосферу ее квартиры, но как бы те, которые у нее бывали в гостях, вы, конечно, знаете и уже видели, да, как все это было обставлено. Но так как у нас вот помещение маленькое, не хватает места, вот поэтому немножко мы не так поставили, но мы попытаемся именно воссоздать вот именно атмосферу ее комнаты. И, конечно же, вот здесь у нас вот Владимир Петрович сидит, здесь с его автографом, его книга подаренная стоит. Здесь у нас вот Татьяна Владимировна Павлова, у нас самый главный вот редактор всех практически ее книг, из Министерства культуры к нам пришла. И ее дочка, ее руками вот сделан портрет Февронии Алексеевны. Вот у нас украшает нашу выставку. Далее, конечно, можно точно сказать то, что в ее жизни практически самые любимые мужчины – это отец. После его смерти она пишет: «К сожалению, это была последняя болезнь моего дорогого любимого отца, паночки моего Алексея Николаевича Баишева, большого ученика, умника, мудрого человека и настоящего интеллигента. Несмотря на свою полную неграмотность, его мудрость и интеллигентность были от Бога. Как он был уважаем людьми нашего наследия колхоза имени Кирова». Это ее руками написано. Здесь телеграмма прямо вот сзади. Половина ее сердца – это Герман Владимирович Ферштейн. Это всегда стояло у нее на серванте. Так, здесь у нас раздел, она с хором мальчиков последние годы работала, и за подписью нашего первого президента Михаила Николаева благодарственная награда стоит. И здесь ее руками тетрадка, в которой она записывала весь этот список учеников, какие оценки она оставляла. Прямо здесь все есть. Далее, вот не зря мы поставили, конечно, здесь пианино. Это самой Полина Константиновна Розинская. Рядом стоит наш первый якутский композитор Максим Шишков. С 40-х годов, когда она уже после поступления фельдшерско-акушерской, после 2 месяцев учебы, потом она уже перешла в Мосдрамтеатр, в хор, и они в свои в объятия взяли нашу Февронию Алексеевну Баишеву. И практически всю жизнь с Полиной Константиновной они дружили, переписывались, созванивались. И здесь, когда она училась в Московской консерватории, Полина Константиновна пишет, телеграмму отправляет. 17-го скончался наш любимый Максим Жирков, и подпись Розинская. Вот такие ценные у нас материалы. Татьяна Захаровна, огромное спасибо. Так, и далее, конечно, Феврония Алексеевна у нас является человеком общественным, потом общественником, затем, можно сказать, политиком, потому что она же это депутат, вот, все ее мандатные эти документы, вот, все мы здесь поставили. А здесь ее, конечно же, любимая библиотека. И, как я помню, вот эта библиотека у нее за этим сервантом вот так стояли. Ага. И библиотека стояла, и вот эти серьги и чарона обязательно там украшением были. И здесь мы поставили все ее книги. Вот Татьяна Павловна, Татьяна Владимировна, я вам сейчас передам слово. Пожалуйста, входите. Главный редактор практически всех книг нашей Февронии Алексеевны. Можно или с микрофоном? Да. Я очень рада всех вас видеть, потому что всех нас объединяла, вокруг себя сплачивала именно Феврония Алексеевна. Я все никак не могу увидеть смысл выдуматься, что она покинула нас. И очень благодарна Раисе Петровне, работникам музея за то, что они создали вот этот уголок, ее атмосферу у себя в музее. И, знаете, вот очень комфортно, потому что я не раз ловила себя на мысли, что вот как-то вот мне не хватает, хочется вот прийти, ну, сами прихожу мимо здания,
хочется зайти, как-то вот открыть дверь. И действительно, это очень значимо, что теперь есть такое место, где вот витает дух, атмосфера, которая царила дома у Филоны Васильевны. Большое спасибо ее дочери за то, что она сделала такой бесценный подарок, оторвала от себя личные вещи своей мамы. И мне кажется, что вот нам, музыкантам, специалистам, особенно подрастающему поколению, очень будет здесь хорошо, комфортно, удобно, потому что от этих вещей, которые помнят ее лично и ее энергетику, видит очень таким хорошим, теплым, добрым, таким классным Алексеем. Мне хочется сказать, что с ней было очень приятно работать, потому что для меня она была вот эталоном искусства женщины. И из душевных качеств, и вот сама как женщина. Она была очень красивой, яркой, интересной. И с большим удовольствием всегда, вот любой вечер, время, проведенное с нею, я просто получала большое удовольствие от разговоров, от общения. Меня всегда поражала ее внутренняя интеллигентность и умение общаться с людьми. Она всегда как-то вот никого, она никогда не примыкала ни к каким группировкам, партиям, каким-то там, не знаю, группам. Она всегда со всеми держала очень хорошие, спокойные, ровные отношения. И для каждого из нас у нее в сердце был свой такой маленький уголок. И мы все, когда приходили, знали, что мы можем всегда найти у нее какой-то добрый совет, сочувствие, участие. И меня поражал вот ее какой-то такой вот ум, который вот не свойственен для... Я так вот сама думаю, в принципе, она из глубинки, да? Она вот как бы сама себя сделавшая девочка, у которой не было больших покровителей, кроме, наверное, Сюсова, который помогли. А дальше она билась в Бог сама. Она протаривала себе дорогу, то есть никто ей не выбирал целевые места, не оплачивал проезд, у нее не было даже... Папа у него был инвалидом, что он не мог оплачивать ей поездки. И вот каким-то образом земляки, те, которые были в Москве, они просто вот подкармливали ее уже в свое время. Поэтому она, Иза Петровна, все это вам не дала, потому что она тоже хотела в свое время к нашим великим Сурову и так далее, которые приезжали в Москву и давали вот этим молодым девочкам, которые обучались в консерватории, деньги на продукты, привозили какие-то вещи, потому что военный год учиться было очень сложно. И это вот добро и тепло она всегда отдавала людям. И меня вот поражало, да, вот у нее настолько вот какой-то такой большой запас был, что она вот ни для кого, ни для чего не жалела. И особенно в последнее время мне как-то очень не нравился ее настрой, то, что она как-то все время говорила. Она как-то все для себя уже решила, все расставила. У нее все было в жизни по плану. Я даже вот это как бы не могла понять, принять. Мне казалось, что это неправильно, но она сознательно, мне кажется, вот сдирижировала все партитуры своей жизни от начала и до конца. Вот. И она сильный человек, сильная женщина, потому что как бы она, видимо, сочла, что вот наступает финал, и хорошо, красиво его так сыграла и очень достойно вот поставила, вот, все сделала, она все раздала, все фотографии, все какие-то дала указания. Она полностью распорядилась, вот, она не случайно мне звонила и говорила: Татьяна, приди, пожалуйста, мне вот это, я хочу вот это, когда ты сделаешь вот это. И я все время шла, потому что я понимала, что ей есть что сказать, и, видимо, только я была ей нужна. И вот в итоге родились эти книги, и, конечно, я благодарна очень ей за это творчество, вот порыв, который она мне подарила. Ну и теперь вот чем могу, я как организатор по ее просьбе продвигаю вопросы хорового искусства, сочинение документации, там, подписок и так далее. Поэтому я думаю, что все то, что она мне сказала, я как смогу, так в своей жизни стараюсь реализовать. Здравствуйте, уважаемые гости. Вот я зашла в этот зал и почувствовала себя как дома.
Потому что все эти предметы окружали всю жизнь. Вообще, еще даже не с этого аспекта Ленина, да, а со Солженикидзе 46. Но вначале я хочу немножко в историю, да, насчет вот фамилии Баишева. Это очень интересно. Своими корнями эта фамилия уходит на 15 век. Это древнетюркское имя изначально Баиш. В переводе на русский означает, слушайте внимательно, состоятельный, могущественный друг, товарищ и спутник. Видимо, благодаря вот таким вот качествам фамилии наши предки присоединились к восстанию Пугачева. Помните, да, историю? 1773 по 1775 против императрицы Екатерины Великой. В итоге сопротивление было сломлено, и участники были сосланы в Сибирь. Вот здесь начинается. Таким образом, наши предки Баишевы очутились на холодной якутской земле. Осели в Вегино-Кангаласском районе, там женились на местных, обзаводились хозяйством, детьми. И об этом мама узнала в 1972 году, когда проходили дни якутской АССР в Башкирии. К ней за кулисы после концерта подошел мужчина, представился, Таир Галямович Баишев. Он говорил правильное ударение Баишев. Вот даже есть от него. Он пишет: я Тагир Галямович, вчера просил вписать о времени посещения моей квартиры. Это было сказано вынужденно, так как я живу один и из-за перелома ноги не могу много ходить. Теперь новый выход: нашел человека, который будет узнавать о времени вашего посещения и на такси вас доставил. Для пользы братской связи очень желательно, чтобы вы посетили и познакомились бы с моей жизнью. Баишев, 12 мая 1972 год, Уфа. Вот, дальше. Тут тоже еще одно письмо вот есть от него. Тут он уже вот пишет про... Вот их артисты башкирские, да, побывали во Франции. И он говорит: из Франции вернулись наши артисты. А Салават Юлаеве нашли новые материалы. Посылаю вам газетные вырезки. Из автономных республик, оказывается, во Францию ездили только от вас певица Марфа Кулисова. Она была в составе ваших артистов, приезжающих к нам, и от нас, там Трусинова и Думухамедова. Это очень радует меня. Значит, среди автономных республик только наши артисты были достойны посетить Францию. Ну вот немножко, значит, мама говорила, 10-м ребенком она была, да? Первым ребенком в семье Баишева Алексея Николаевича был Данил. Это мой родной дедушка, папин папа. Вот есть фотографии, когда он уже был в возрасте, да? Это вот 78-й год снимок. Участник Великой Отечественной войны, вот он родился в 1900 году. Это вот самый первый. Там, вот как она говорила, там рождались, умирали. Но вот потом, вот, в 1910 году, нет, еще раньше, в 1901 году родился Захар Алексеевич. Да? Вот он погиб на войне в 1942 году, и мама вот очень по этому поводу переживала, в Сталинградской битве он погиб. В 2010 году родился Сергей Алексеевич Баишев. Это вот уже получается второй брат. И в 25-м родилась девочка, которую назвали Фени, в честь сестры, которая до этого раньше еще умерла. У моего дедушки Данила Алексеевича был сын Захар, это мой папа, и дочь Шура. Получается, что у меня еще тетя. Ну, Захар женился, и родилась я в 70-м году, в 1970-м. В 1972 году родился мой братишка Архип. Но неожиданно в 1973 году родная мама Дуся умирает. И вот Ферония Алексеевна об этом узнала. И где-то в течение 2 лет она вот размышляла, думала, как вот, взять ребенка, это такая ответственность с ее вот работой, да. Ну, все-таки вот приехала она в 1975 году, приехали
они вместе с братом Сергеем Алексеевичем, а у Сергея Алексеевича тогда уже было 4 дочки. И вот мама почему-то вначале хотела взять моего братишку. Ну, он мне так приглянулся, она вот несколько там дней гостила. Он был веселый, юркий, говорливый. Я была молчунья, я к ней вообще не подходила. Издалека все время. Но она помнит, что я одевала там по 5 платьев на себя и ходила. И, ну, опытный, мудрый человек Сергей Алексеевич, он, конечно, сказал, бери девочку, потому что ты не замужем, мужчин у тебя нету, а мальчику нужен отец. Да, что? Ну вот на этом согласились и увезли меня быстро-быстро, потому что, сами знаете, тогда вот дороги какие были, там, если дождь начнется, да, то ну, как бы не выедешь. И вот они как мчались, говорит, вот Сергей Алексеевич за рулем, говорит, мы тебя, ты на заднем сиденье мчимся. И дождь прямо буквально вот так вот, прямо, говорит, сзади машина буквально вот. И вот доехали до Майи, в Майе там остановились отдохнуть. И там произошел мой первый такой несчастный случай в кавычках, да. Взрослые там сидели, разговаривали, как мне мама потом рассказывала. Ну я ушла, а там печка топилась. А у печки была такая заслонка с такой вот ручкой. Я, ребенок, не думая, схватилась, естественно, ожог. Я не заплакала ничего. Я дошла к окошку, говорит, и стояла. Мама, что-то долго, говорит, ее нету. Пошла меня искать. Приход, я стою за занавеской, вот так ладошку держу, там такой пузырь. А я вижу, ну как, тетя какая-то незнакомая, вижу тут буквально все. Я к ней никак, короче. Ага. Ну вот так, ладно. Очутились мы в Якутске. И вот привезла она меня вот на Женькидзе 46. Сейчас вот даже покажу. Вот там пианино стояло. Даже Никитца, помните? Вот эта брошка у нас здесь стоит. Есть. Вот здесь стоит. Двухкомнатная квартира, она ее получила совсем буквально, считай, недавно. Если она меня привезла в 75 году, вот мне было 5 лет, да? В 73-м, значит, получилось. Ну, 73-м, а 70, ну, 2 года дома, 75-м меня. И вот она мне говорила, почему вот она решила меня взять. Потому что она сама в раннем детстве потеряла же маму, да, и, конечно, ей было это очень близко. И таким образом она взяла меня. Тем более фамилию менять не пришлось, фамилия та же была, поэтому так и осталась. Вот. Дальше, ну что вот... И вот она столкнулась с такой девочкой, с таким характером, как у меня, которая не уступала по твердости ей, естественно, кофта одна бежит. И мы с ней ходили, притираясь где-то, наверное, в течение года. Я ее никак не называла. Никак не называла. Ну, мама мудрый человек, вот о мудрости ее говорилось, да. Она ко мне очень уважительно ждала, когда я сделаю сама первый шаг. Без криков, ну, я проказничала, наверное, видимо, много, потому что я помню, один раз она сказала, все, я больше тебе подарки дарить не буду. Причем Новый год она мне подарила игрушку, зайчика. Я ушла в свою комнату, через 5 минут выхожу, он сломан. Потом еще какие-то тоже подарки делал, я все ломала. Я, оказывается, все там внутрь залазила, смотрела, что там как устроено, оказывается. Она-то это не понимала, она думала, ну ломать, не буду ее больше дарить. Потом я сильно таких подарков не помню. Так, что еще, какие моменты? Да, еще такие моменты были. Ну вот эти репетиции, я помню все эти репетиции, эти студийные записи. Вот я ходила, тогда еще не был построен музыкальный театр, Якутский драматический театр. И помню, видимо, поздно закончилась одна из, наверное, каких-то генеральных репетиций. Ночью, зима, туман. И мы вот по улице Орджоникидзе идем к дому. Я хочу проявить свою самостоятельность, показать маме, какая вот я знаю дорогу. И бегу вперед. Туман, ничего не видно. Мама бедная там сзади, запыхавшись, прибежала. А я вот стою у квартиры. Она бедная, ну, конечно, со страху, скорее всего, с испугу. Она, когда открыла дверь, она меня кинула, а тогда перекошка такая была длинная, и там в углу лежал палас. Я на этот палас упал, но я же по-зимнему одета. Там, сами как раньше все одевали, да? Ватные штаны, там все. И она меня просто таш. Я как бы ничего не чувствую, но плачу от обиды. Вот такие вот моменты я помню. Помню моменты, как вот
опять же, вот эти репетиции, уже когда был музыкальный театр, да, я там засыпала. И, видимо, по поручению мамы, кто-то вот из артистов хора, мужчин, меня приносили домой, укладывали спать. Но я почему-то запомнила только дядю Сашу Самсонова. Видимо, он был красивый, высокий, видимо, мужчина. Может, я забыла своим папой, не знаю. Вот, я долго-долго подумала дяди Саши. Сейчас вот недавно я его встретила этим летом по улице Кирова, как раз мы шли. Ну, вот разговорились, и я сказала, что у меня зять Сибенкёль, и что сейчас внук у меня там гостит. И дядя Саша сказал, вот, говорит, везде, говорит, был. Но до Сибенкёля, говорит, я так и, говорит, не долетел. Там хотел исполнить. Вот, и идем, и он мне давай венскую песню петь. Пропел. Так, еще какие у нас были воспоминания. Да. Ну вот, ну и в конце концов, видимо, все-таки стена рухнула. И какой-то вот неожиданный момент, вот, ни я, ни мама потом не помнили. Что-то, видимо, разговаривали, что-то рассказывала. И я такая, мама, все, с этого момента она стала мамой. Так, мне хочется рассказать. Ну вот насчет воспитания, да. Понятно, что когда женщина носит 9 месяцев ребенка в животе, она как-то к этому, значит, подготавливается. И когда она рожает ребенка, она интуитивно уже знает, что с ним делать. Мама не рожала, поэтому она училась на книгах. Я помню, ее настольная книга была Сухомлинский выучил. И почему-то Республика Шкит. И отсюда говорит, читай. Газеты она читала, как вот с ребенком обращаться, как вот на психику, вот это все вот она, вот через читку книг она делала. Своего-то опыта не было жизненного. И вот таким макаром мы стали жить как маленькая, но семья. Помню еще один момент. Я так хотела, вот, мне же подарки мама не дает, я решила ей подарок сделать. Ее дома не было. Я знала, где лежат ее унты. Я взяла эти унты и бисер весь. И сделала ей красивые длинные бусы. Я считала, это красота. Мама приходит, я ей даю, значит, мама в глаза вот так вот, значит, расширяется, ну ничего, она взяла. А потом она мне рассказывала, она сидела всю ночь и обратно это пришивала. Еще помню, так как она меня взяла в 5 лет, я тогда русский язык вообще не знала. Я говорила только на русском. И мама думала, через 2 года же идти в школу, она давай меня переучить на русский. Что очень много получилось, теперь обратно на русский не получается. Вот. И она учила меня алфавиту. И она говорила, буква А, это, говорит, первая буква в алфавите. Хорошо. Тут она показывает мне, говорит, это, говорит, что? На А показывает, я говорю, единица. Целый год, мама, я, говорит, посидела, я не могла никак понять ничего. Потом, когда я уже сама родила, когда я вот в институте изучила психологию, я поняла, что, оказывается, когда она говорила буква А, это первая, я думала, это единица. Все логично. Но она долго, всю жизнь не могли понять. И она устроила меня в садик, детский сад номер 9, может кто помнит, это вот было по Орджоникидзе, где сейчас Оптимист находится. Там был деревянный такой домик, садик, значит, я пошла. Ну, видимо, все-таки вот момент, что когда вот потеря мамы, да, там уезд, вот, видимо, где-то сидела, и я была очень обидчивая. Мне казалось, что меня все обижают. Все дети в садике. И постоянно я плакала, приходила маме жалость. Меня там бьют, мне там вот то говорят, все говорят. Мама, видимо, ходила, может быть, разбиралась, не знаю. Но потом в итоге это дело надоело. И она мне сказала, сама разбирайся. Я такая, все, мне команду пас дали, все. Я пошла в туалет. Бедные дети. Во время тихого часа это было битье подушками. Потом, как оказалось, что мы этот садик из садика вышли, в 1 класс пошли, и я смотрю, половина детей все в этом 1 классе. И мы так и проучились до 10 класса, вот 8-й школе. Ну, мама изначально не хотела меня в 8-ю школу отдавать, она хотела меня во 2-ю, чтобы, а там тогда был только якутский язык. Ну, она подумала, опять же, вот ответственность родительская, да, это сколько дорог надо переходить.
Так, значит, Кирова, Аспект, потом было Курашова, дальше, да. А я же всегда одна думала, кто меня будет водить? Бабушек, дедушек нету, если зимой туманка. Ну и в итоге через дорогу 8-ю школу. Мне вот, я помню, она в окошко не стояла, махала, и я сама шла. Там же вот через дорогу находила детская стоматология. Я туда сама тоже ходила, ручкой махала, мне там научно зуб ударяли. Угу. Такие вот случаи. 내
souffle